Совет директоров Уралкалия в минувший четверг поручил гендиректору Дмитрию Осипову до 28 февраля 2015 года разработать новую стратегию компании на 2015-2020 годы. В 2015 году объем производства в Уралкалия может составить 10 миллионов тонн, если ситуация на аварийном руднике будет развиваться по негативному сценарию, предполагают в компании. Сейчас Уралкалий увеличил загрузку мощностей и в 2014 году рассчитывает выпустить 12 миллионов тонн удобрений, что на миллион тонн больше, чем предполагалось еще летом. Также стала известна сумма потерь в случае, если рудник СКРУ-2 спасти не удастся. Это $1 миллиард. На совете директоров был также утвержден и бюджет компании на будущий год. Капитальные вложения в производство в 2015 году планируются на уровне 24 миллиардов рублей. С учетом того, что 20-25% вложений будет в валюте, окончательная цифра инвестиций будет пересмотрена. Для реализации своих планов Уралкалий в том числе планирует воспользоваться средствами из кредитной линии Сбербанка. Уралкалий отложил завершение процесса реорганизации с погашением 12,5% своих акций. Если бы компания завершила процесс сейчас, то из-за курсовых разниц ей пришлось бы списать значительные средства, и она не смогла бы платить дивиденды. В ходе вчерашних торгов на лондонской бирже Уралкалий подорожал на 12,4%.